На этот раз ракеты, прилетевшие в Кременчуг, были не из Беларуси. Но успокаивает ли это меня как белоруса? К сожалению, нет. Ведь опять много невинных людей погибло прямо рядом с моей родной страной. Люди, которые пришли в торговый центр за покупками и уже не вышли из него живыми. Ведь я, как и вы, прекрасно понимаю, что ракеты в сторону Украины как летели, так и летят. Летят массово с территории Беларуси, нашей страны. И сегодня я хочу задать 3 вопроса. Первый вопрос. Вы представляете, что ракетный удар по торговому центру в Кременчуге – это страшное военное преступление, произошел с территории Беларуси? Увы, я могу. Второй вопрос. Вы представляете, что в ответ на такой удар ракеты прилетят из Украины в Беларусь? Наверное, только на военные объекты, но все же в Беларусь. Увы, я могу. Третий вопрос. Имеет ли Украина право на подобный ответ в будущем, если Путин и его марионетка Лукашенко не остановятся, а они не остановятся? Увы, но я верю, что да. Итак, сейчас задам другой вопрос, уже не теоретический, а вполне конкретный вопрос. Хотим ли мы, белорусы, и особенно молодые офицеры и солдаты белорусской армии, те, чье сознание еще не настолько отравлено пропагандой, хотим ли мы ждать точки невозврата и момента, когда терпение Украины лопнет, и в ответ на преступление путинской марионетки Лукашенко ракеты упадут на нашу землю? У вас есть оружие. Надеюсь, у вас еще есть разум. Пришло время воспользоваться ими, проявить гражданское мужество, когда от него еще что-то осталось.